И сегодня, когда мы ходили по Риму, смотрели уникальные памятники культуры, конечно, я через все это видел башни. Я прежде всего видел наши уникальные памятники и потом уже видел Италию. Так случилось, что увидеть Италию в дни фестиваля захотел не только президент Ингушетии. Официальный визит американского президента Джорджа Буша совпал с днями молодой российской культуры в Италии. И по этому случаю были предприняты беспрецедентные меры безопасности. В небе над Римом баражировали вертолеты, а все улицы по пути следования Джорджа Буша перекрыла полиция. Центр города, где движение и так затруднено, стал для автомобилистов практически недоступен, и они не жалели крепких, непереводимых на русский язык выражений. Резиденция российского посла известна всему Риму. Здесь проводятся различные мероприятия, концерты, выставки, приемы на самом высоком уровне. На этот раз были приглашены главы дипломатических миссий различных стран, члены итальянского правительства, депутаты парламента, известные общественные деятели, представители аристократических семей и русской миграции. Тепло встречали здесь и президент Ингушетии Мурата Зязикова. Ну а появление на вилле детей в таких живописных, невиданных для большинства собравшихся нарядах стало для гостей полной неожиданностью и, как оказалось, приятным сюрпризом. А юные артисты, преодолевая волнение, все же первые выступления на итальянской земле и перед такой высокопоставленной аудиторией готовились к выходу. Такого самобытного творчества здесь никто еще не видел. И по такому случаю на зеленой лужайке российского посольства специально соорудили сцену для молодых ингушских танцоров. И покорение Рима началось.